Дом под куполом нашел своих обитателей. На необычный эксперимент согласилась молодая семейная пара. В доме под куполом они будут жить всю зиму и вести различные наблюдения. Если проект признают успешным, специальные купола установят не только над домами, но и над другими объектами. Какими, нам расскажет Ульяна Шагина, она сейчас с нами на прямой связи. Ульяна, добрый день. Ты уже осмотрела объект? Что интересного о нем можешь рассказать? Само название «Дом под куполом» является не совсем привычным для якутян, потому что таких объектов у нас в Якутии еще не было. В прошлый раз мы сюда уже приезжали, но нас в дом не впустили, потому что он был не готов. Ну а сегодня сюда уже заселилась молодая пара, и рядом со мной сейчас находится дома Виталий Литвинов. Виталий, добрый день. Расскажите, для чего вы вообще согласились на такой эксперимент? Ульяна, здравствуйте. Согласился я на этот проект исключительно изначально из-за того, что здесь очень хорошая природа. Воздух, горы поблизости. Я очень много времени посвящаю себе, своему здоровью, спорту. И для меня это идеальное место для саморазвития, как духовно, так и физически. Сам проект очень заинтересовал, так как это небольшая, круглая история нашей республики. И я с удовольствием решился принять участие в этом конкурсе, выиграл этот конкурс, и я сейчас очень рад, что я участвую в этой истории. Спасибо большое. Ну а мы продолжим. 20-тонный купол построен из прозрачного поликарбоната, а внутри него обычный брусовый дом, покрашенный в такой вот красивый серый скандинавский цвет. Ну а внутри дома здесь 2 комнаты, а также гараж на 2 автомашины. А цель вообще в целом этого эксперимента – получить данные о возможности применения таких вот куполов в условиях вечной мерзлоты. Ежедневно Виталий снимает различные мерки, фиксирует их в своем специальном дневнике, а также скоро начнет вести еще и параллельно блог в интернете. Также здесь сюда будут приезжать ученые, они будут частыми гостями в этом доме. У них тоже своя цель – это следить за температурой как внутри купола, так и снаружи, а также следить за состоянием почвы и грунта. Это совместный эксперимент Северо-Восточного федерального университета, а также группы компаний Синет. Если эксперимент пройдет апробацию, если все будет положительно, то такие объекты начнут возводить и над другими совершенно объектами, к примеру, над детским аквапарком. Мы и дальше продолжим следить семьей, которая живет под домом под куполом. У меня на этом все, Сергей. Ульяна, спасибо. Ульяна Шагина рассказала об эксперименте с домом под куполом.